Теперь у нас будет экскурсия. Я вам буду рассказывать о картинах и буду вам задавать вопросы. Кто самый внимательный, может рассчитывать что-то видеть. Хорошо? Начинаем тогда. Давайте отсюда начнем. Да, давай. Так, вот эта работа называется «Рождество». Автор этой картины Надежда Кавказова из города Близкого. Родители родом они из Чувашии, но она сейчас живет близко, вышла замужем. Рождество произошло в Палестине. Это имеется в виду Рождество Иисуса Христа. Вот видите, эта картина прекрасная. И что жизнь какая была вокруг. Настоящая была, натуральная жизнь. Все было не искусственно, как сейчас, а натурально. Кавказова Надежда очень активный у нас, художник замечательный, пишет картины просто великолепные. Дальше я перехожу. Это работа президента Академии художников мира. Анатолий Силов, народный художник Чувашия. Он написал первый пришелец на палестинской земле. Он считает, что из 12-й планеты, он читал об этом, каждые 3600 лет спускаются какие-то самые сильные богини. И вот это первый палестинец, он считает, который спустился на землю. Кто автор этой картины? Силов. У вас очень много. Хорошо. Ладно, буду. А как его имя, отчество? Анатолий Силов. Вот вы сказали имя его, поэтому я вам даю приз. Сейчас я... Так. Сейчас. Я надеюсь, будете... Да. Вот сюда подойдите, пожалуйста. Вот вам эта картина «Судьба палестинского народа», весь палестинский народ на кресте. Не обязательно, как ты человек убьешь. Можно повесить, можно на кресте его распять, можно бомбы на него бросать. Главное, что ты совершаешь такую страшную, недопустимое дело. И вот он написал такая картина, которая потрясла мир. Это чувашский художник, легендарный Павлов Александр Вячеславович, теперь очень знаменитый, он стал человеком года. В 22 году человеком года в Палестине за эту картину не дали. Так что я вас поздравляю. Так, переходим дальше. Перед вами это древние улицы Иерусалима. Это работа Нагорного Наталья Юрьевна, педагог из города Новочебоксарск. В Иерусалиме и в Палестине вообще это очень пахнет история. Все там очень древно. Как вы видите, улицы, там машина не проедет. Они тогда не думали, что будут машины. Там можно только пешком. И некоторые улицы вот приходишь на 2-3 человека максимум рядом можно пройтись. Вот я думаю, когда-нибудь Палестина будет свободной, и вы ее навестите и посмотрите, это чудесная страна. А вот эта работа, это баня Ас-Самра в городе Газа в Палестине. Этой бане более 700 лет. Еще Америка не была. Я в этой бане мылся в 79 году. Вы понимаете, эта работа Бичкова Светлана Юрьевна из города Ярославля. Бичкова Светлана очень активный педагог, замечательный, хороший человек. И она очень старается постоянно принимать участие на наших разных выставках. Дальше. Это работа Лытков Валерия. Это Валерий Анатольевич, или как его здесь не видно. А Вифлеемская церковь, Рождество Христово, это Рождество Христово. Это Митков, тоже педагог из города Новочебоксарск.
Это его единственная семейная работа. Ну, она очень хорошая работа, и он с первой выставки с нами принял участие. Дальше. Вот эта работа Раис Атмани, народный художник Сирия. Называется «Боже, хочу свободу». Птица, видите, как она в клетке, и мечтает только о свободе, чтобы могла летать хорошо. Вот. И гулять по миру. Вот это здесь знаменитый очень человек в Москве, председатель комиссии по наградам. Он советник города Москвы, академик множества академий, изобретатель СССР. Когда ему было 10 лет, он решил искать, значит, картины своего деда. Он слышал, что его дед был иконописцем и жил в городе Елец. И он решил поехать, попросил у отца из Москвы настырно, поедем в город Елец. И поехал в город Елец. Искал картины деда и нашел только 2 картины, и одна автопортрет, а другая хорошая картина «Вифлеемская ночь». И вы знаете, он эти картины 65 лет держал у себя. Потом, когда у нас начались выставки в Москве, нам принес эту картину, которая ей сейчас более 135 лет для участия в нашей выставке. Что подтолкнуло 10-летнего мальчику настырно искать картины деда, которых в жизни он не видел? Его дед родился в 1750, а ушел в 1900. Он 50 лет всего лишь жил. Вот его дед. Это, кстати, медаль золотую, которую мне наградили, и разработал этого медали и проект ее Медхат Алимджанович Шапиров. Вот, в Москве вручили. И как вы думаете, я сделал один вывод, что душа деда в нем вселилась, заставила его, чтобы новая жизнь для деда была. И эта картина сейчас у нас принимает его лето, Вифлеемская ночь, принимает участие во многих наших выставках в Москве и за пределами Москвы. Это работа Медхата Алимджанович Шапиров. Видите, вот его дед, и он сзади Вифлеем. Это работа, дед его написал, картина деда Павла Александра Вячеславовича. Здесь Кремль, флаг России и Палестины. Так он является куратором выставка «Палестина глазами художников России и мира» в Москве и Московской области. И вот у него одет палестинский шарфиш. Картина очень сильная, очень хорошая. Таких картин в жизни, ему будут много картин подарили, но таких картин у него, у Андрея Михайловича Крылова, не было. И он этой картине очень красивый. Видите, какой взгляд, какой сильный человек, и какой милый, какой добрый. Дальше переходим. Вот здесь академик Кураков Лев Пантелеймонович. Это великий человек в истории Чувашия, Россия и мира. Это второй человек, с кем я познакомился в России. Мой очень большой, добрый друг. Я очень рад, что удалось в этой жизни с ним, с таким встретиться и жить, и дружить 30 лет почти. Очень жалко, он был премьер-министр, председатель парламента. Очень жаль, что он ушел года 3 с лишним назад от ковида. Но он очень любил Бакинский район, Бакинский округ, очень сильно любил. Всегда здесь приезжал, он родился в Бакинском районе. Эта работа Светлана Бичкова из города Ярославль, это оливковые рощи. Она увидела по телевизору, что Израиль разрушает бульдозерами оливковые рощи. Ей стало очень печально и решила ее восстановить у себя на картине. Не удалось это сделать. В Палестине оливки и оливковое масло – это символ Палестины. Это символ жизни. Человеку 10 штук оливок в день и 2 столовые ложки масла, он будет жить. И палестинцы выдержали все войны на протяжении 1000 лет благодаря оливке и оливковому маслу. Поэтому не бывает столь в Палестине без оливок и оливкового масла. И самые вкусные, ценные оливки и оливковое масло как раз в Палестине.
Дальше, это работа Ваир Рабия из города Рамаллах. Все мечта о свободе Родина. Пейзаж Иерусалим, палестинская девушка и птицы. Это работа семья, палестинская семья, работа великого художника, народного художника Палестины Исмаил Шаммон. К сожалению, его сейчас нет, но он руководил союз художников Палестины. А это работа народного художника Иордания. Это работа народного художника Иордания Имад Абуштайя, великий художник. Видите, как город Газа в руинах разрушен. Самое главное, что не разрушит душа человека, сила воли к победе. Можно здание разрушить, ее построить. А главное, человека не разрушить, чтобы человек верил всегда в мире от головы. И в том, что он будет жить и будет процветать, и его семья тоже будет жить. Очень сильный, очень интересный, очень хороший художник. Вот эта работа Елена Юрьевна Баймяшкина из города Казань, в Татарстане. Она живет, Мадонна Палестина. Она так представляла. Вот, пожалуйста, работа тоже Имад Абуштайя. Посмотрите, это в Коране написано, что в Палестине великие люди живут. И вот он этим самым на фоне уничтоженный город Газа поставляли, что можно город уничтожить, но душа, сила воли человека не уничтожишь. И вот палестинский народ как выдерживает этот акт. Дальше. Это работа Марина Поспехова, заслуженный художник Марийская республика. Она жена моего друга, и она приняла участие на нашей первой выставке именно с этой картиной. Она написала церковь Татьяна в Чебоксарах, написала птичка, вот птичка, которая в городе Штарова, где мы с ней познакомились, когда была с мужем, и самолет, ну и, видимо, она тоска по родине отражала на моих глазах. Я родину не видел уже 25 лет, и родную маму не видел 25 лет уже. Вот. Это работа Медхата Ремзянович Шакиров, ваш педагог. Вот он отмечает, каким должен быть педагог. Видите, палестинская школа разрушилась, они на улице учатся. И трещина где-то какая-то стена, но держит ключ. Ключ — это символ палестинского народа возвращения домой. Держит с собой ключ. И дети пытаются активно принимать участие. Можно я два слова добавлю? Конечно, обязательно добавьте. Вот эта женщина-учительница, это реальная женщина, которая живет в Ираке. Ее зовут Ширин, как Ширина, ее зовут Ширин Заара. Я переписывался с ней в Фейсбуке, сейчас Фейсбука нету, связь прервалась. В принципе, конкретно просил ее разрешения для того, чтобы я нарисовал. Она не соглашалась, но потом, в конце концов, через неделю прислала несколько фотографий. И для этих фотографий я написал вот данную картину. Называется «С мыслями о будущем». Такая история. Пожалуйста. Дальше, это работа Павлов Александр Вячеславович. Это Сергей Владимирович Степашин, который был когда-то вторым человеком в России, премьер-министр. Он много должностей занимал, сейчас он возглавляет императорского православного палестинского общества. Взяли его русская церковь в Иерусалиме. Он отвечает за эти церкви и за это самое, как его имущество Россия в Палестине. Дальше. Это та же работа Имада Абуштайя. Вот у нас в месяц Рамадан, где пост идет обычно, всегда в детстве мы носили такие фонарики. Нам дали, и мы с ними ходили по ночам. Хорошие вот картины. Но, как видите, у палестинцев всегда грустные глаза. Потому что лишение Родины, лишение всего отнято у них все права. Поэтому, если заметить, на всех картинах глаза грустные.
Вот эта работа Талиб Двек, народный художник Палестины из Иерусалима. У каждого народа свой танец дабка палестинский, в котором принимают участие и мужчины, и женщины, и, как вы видите, палестинская национальная одежда. И здесь мальчик мечтает превратиться в птицу, чтобы полететь на родину. Это работа Вайер Рабия. Они, палестинцы, мечтают всегда о родине, потому что они лишены родины. Вы этого не чувствуете, потому что живете у себя на родине, который для вас делает все, чтобы вы были счастливы. Дальше. Это работа великий народный художник Палестина. Я сказал про семья Сулейманов. Сулейман Мансур. Сулейман Мансур, это написали эту картину «История палестинского народа», история жизни. Как они использовали и лошади, и осли, сельское хозяйство, как они вообще живут, как они подвергались титулу, как родина оккупирована, церкви, все, Иисус Христос в середине. Вот жизнь палестинского народа, и как они погибают ни за что, просто их убивают. А вот это тоже Сулейман Мансур, сбор оливок в Палестине. Сбор оливок в Палестине. Работа Сулейман Мансур. Я говорил уже, что оливки это очень-очень важная вещь для палестинского народа. Пойдемте дальше. Это работа Албалави Марина Васильевна. Она называется «Папа, я теперь твоя опора». Девушка в шоке от того, что Израиль застрелил, ампутировал ногу отца. А он часто так стреляет так, чтобы можно было, чтобы люди стали инвалидами. Их у нас очень много инвалидами. А девочка, которая ожидает, дочка ожидает от папы конфеты, подарки, игрушки, теперь сама должна о нем заботиться. Вот она в таком шоке, что я теперь твоя опора. Марина Васильевна, она кандидат юридических наук, и она была любителем, но потом училась на курсе художника в Педагогическом университете, теперь она профессиональный художник. Это моя супруга. Она видела сама на границе Газа, как все это происходит, когда ездили в 96 году. Это работа Павлова Александра Вячеславовича. Вот у нас девушка, которая выиграла, ответила правильно на вопрос, я ей вручил медалью с этой картины. Куда она ушла? Вот посмотрите, вот эта картина есть на вашем друге. Это очень знаменитый художник. Исмаил Шамот, материнство. Материнство, она везде и всюду материнство. Самый святой человек на свете это мать. Любите свою маму. Всегда благодарите ее, всегда любите. Они весь смысл их жизни. И самое ценное, что они имеют, ваши матери, поэтому вот Исмаил Шамот, народный художник Палестины. Вот эта работа Наумова Ирина, она пишет из стекла, все работы у нее из стекла. Вот палестинские девушки в национальной одежде. Вот эта работа Раид Катнани. Мечта о мире. Бабушка мечтает о мире. Палестинская бабушка национальной одежды. А это работа народного художника Палестины Фаиз Аль-Хасани. Фаиз Аль-Хасани очень знаменитый художник, к великому сожалению, он сейчас в больнице ранен. Израиль убили его семью, убили 3 сыновья и где-то 2 дочери, 2 сестры, и убили все их дети и внуки. То есть где-то больше 50 своих невинных родных он потерял, и сейчас он сам ранен. Все его картины, вот видите, немножко даже с печалью играет. И видите, Израиль построил везде стены, как гетто. Не подпускает палестинцев. Вот в этой деревне стена, вы не можете в другой пойти. И пошло-поехало. Вы не можете в школу свою поехать, не можете в поликлинику, не можете в больницу, не можете посетить родных. Он превратил Палестину в тюрьмах для своего народа. И может мечтает, когда не будет вот мечта, чтобы как-то
сломать эту стену и получить кислород свободы. Это работа Сулейман Мансур, последний ужин. Палестинцы обычно кушали с одной блюдо. Все готовили в одной блюдо и кушали с одной блюдо. Очень хорошая, прекрасная работа. Он из города Иерусалима. Это работа Вера Белых из Санкт-Петербурга. Это Рождество. Это работа Набил Анани, народный художник Палестины, из города Иерусалим, палестинская семья, национальная агентура. А вот эта работа весь смысл Палестины. Здесь это работа Хабибулин Альберт Фадимович. Здесь сверху израильские отцы со своими детьми играют, игрушки привозят, подарки, еду. А внизу палестинские отцы. У палестинских отцов нет возможности играть на израильских детей, потому что единственная вера израильских отцов это убивать палестинских детей. Истреблять. Поэтому палестинские отцы идут хранить своих детей. Это происходит каждый день, можете в этом деле посмотреть. И Владимир Бешкутин называл Газа, город Газа в Палестине, самое большое кладбище для детей в мире. Это, конечно, несправедливо. А мы хотим, чтобы и еврейские дети жили, и палестинские. И все дети мира жили. Кто автор этой картины? Я подумал, что через не забываешь, Если у нас умницы, А? они у нас умницы, вот. Молодцы. И тут доказывают. Очень приятно. Я вам подарю такой бесценный подарок. Это символы дружбы Палестина и Россия. Флаг Палестина, флаг Россия. Вот его носят и великие люди, и дипломаты, и послы. Вот вам. Спасибо за Пожалуйста. хороший такой доступный рассказ. Дальше еще у нас осталось 2 картины. Вот это работа председателя Союза художников государства Палестина Исам Хеллис. Исам Хеллис подвергался очень страшной пытке в тюрьме. Израиль его арестовали за то, что он цвета флага Родины писал на своих картинах. Они считали, что флаг Палестины это терроризм. И сжигали его картины на его глазах. Они разрушили его мастерскую, где хранилось более 180 картин шедевров. Владимир Владимирович Путин отправил военный самолет за ним в Египте. Его забрали с семьей. Он сейчас находится в Иваново, живет. Ему дали гражданство России. Он лично мне передал эти картины. Несколько картин теперь у нас в Москве 2 картины. В Кирово-Чепецке 1 картина. Вот и здесь у вас будет 1 картина. В Чебоксарах еще 4 картины, которые дальше они поедут по другим выставкам. Это здесь картина показывает, что как не питались израильские оккупанты, и Иисуса распяли, и палестинского народа пропанка везде и всюду, превратили палестинских тюрьмах, все равно палестинцы видят даже под землей и одержат победу. Вот показывает даже вот пальцы, вот они завязаны, видите? Пальцы это Виктория, победа, палестинцы всегда выигрывают. Арафат одевал всегда вот свою, и здесь Виктория, вот победа. Мы из национальной одежды своей делаем свой флаг, свою карту. Треугольник это карта Палестины. Последняя картина, и будет там вопросы. Вот 2 лидера
палестинский и президент ЮАР. Когда арестовали Нельсон Мандела, Ясер Арафат взял его семью под опекунством. И пока он был в тюрьме, 27 лет Нельсон Мандела был в тюрьме, великий вождь, который потом вышел из тюрьмы и стал президентом ЮАР, весь народ его избрал. 27 лет Ясер Арафат заботился о его семье. Это показывает дружба народов, показывает солидарность между борющихся народов за свободу. Еще Беназир Потто, дочка Али Потто, это была премьер-министр Пакистана, когда казнили ее отца, премьер-министр Пакистана. Арафат, вождь палестинского народа, взял ее семью под опекунство и даже отправил ее за границу учиться за свой счет. И когда она стала премьер-министром, первый, кого пригласила в страну, пригласила Арафата и сказала, это мой отец, замени нам отца. Это просто показывает, что борьба народов, она единая между всеми народами мира. За свободу, чтобы жить в свободе. Батрис Лумумба. Есть в Москве такой университет, который называется Батрис Лумумба. Когда Батриса Лумумба убили, Ясер Арафат взял его семью под своим опекунством. Его, я помню, сыновья, студенты из Москвы приходили, получали в посольство какие стипендии Ясера Арафата. Всегда все народы, борющихся за свободу, они считались братьями. Россия боролась за свободу, и Палестина боролась за свободу. У меня один вопрос к вам. Какой город столица Палестины? Ладно. Не узнали? А? Нет? Никто не знает? А? Я же когда выступал, когда отгревали выставку, я говорил. Сектор Газа? Не, сектор Газа второй город в истории. Нет, Израиль это Страна. оккупант Палестины. Ну хорошо. Я отвечу сам. Иерусалим это первая кибла мусульманов, где мечеть Аль-Акса, и он, к сожалению, оккупирован. Второй вопрос. Сколько лет Нельсон Мандела сидел в тюрьме? 27. 20? 23. 27. Все правильно. Так, 27. И девушка у нас выиграет второй приз. Так, сейчас посмотрю, кто у меня осталось. В принципе, и этот мальчик тоже сказал 27. Он правильно сказал. И она правильно сказала. Если у меня больше одного, это самое... Сейчас посмотрим. Да. Вот. Ну вот. Сначала девушка. Как вас зовут? Настя, идите сюда. Идите сюда. Вот вам палестинский флаг подарок. Его носит и глава государства Палестины, и пошли, и люди уважаемые дарят. Так что подарок. Давайте готовьте. В следующий раз я приеду к вам, и будет еще другая викторина вам тоже. Как вас зовут? Саша. Саша, молодец. Сколько лет? 12. 12, а вам тоже 12, да? 15. Так, не зацепишься. Так, я боюсь пропадут, да? Так. Так. Ну, какая качественная у вас футболка мама купила, да? Какая качественная. Так, просто не... Ага. Ну, все. Главное, чтобы не упала у тебя. Спасибо тебе. Молодцы. Спасибо. Давайте общее фото, которое, возможно, пойдет уже на следующее выставку.